В ЦЕИ разыгрывают кубок по туризму среди команд национально-культурных обществ. Разработали интересную программу мероприятий. Это соревнования по технике туризма, тренинги по истории и краеведению, а также многое другое. В соревнованиях принимают участие более 6 национальных сообществ. Команда-победитель станет обладателем специального кубка Министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений. Как прошел первый день, расскажет наш корреспондент Галина Григорян. Самый древний город Дагестана – традиционные осетинские напитки, фрукты Узбекистана. Эти ребята теперь знают ответы на все вопросы. Первый этап Кубка по туризму – конкурс под названием «В Осетии дружной семьей». Проходит викторина. Вопросы порой сложные, но ребята отмечают, эти знания необходимы. Ребята, какой был самый сложный вопрос в конкурсе? Самая протяженная река Таджикистана. Ответ был Сырдарья. В принципе, нам конкурс понравился, мы узнали много интересного о других республиках. И я думаю, мы справились с этим конкурсом. В составе команд 6 национальных обществ республики. Второй, самый приятный этап конкурса – горный повар. Цель – за 1,5 часа познакомить участников с национальной кухней своего народа и, конечно, постараться удивить. Каждая команда будет готовить свои национальные блюда по лучшим традиционным рецептам. Осетинская команда будет готовить нет-не пироги. Времени не хватит, поэтому суран из курицы. Дагестанцы, конечно, свой знаменитый хинкал. Таджики и узбеки – плов. А вот казаки подготовили особое блюдо. Что вы будете готовить? Мы будем готовить национальное казачье блюдо шилим с использованием овощей, мяса и разных трав, таких как, например, крапива, которая является основным сильным средством. Казаки использовали ее для того, чтобы набраться сил перед сражениями. Условия походные. Из набора для готовки газовая горелка, кастрюля, сковородка и столовые приборы. Но и в таких условиях ребята смогли приготовить свои любимые блюда. Удивить оригинальной сервировкой не забыли и о здоровом питании. Готовили салат, котлеты, вегетарианские котлеты из нута с зеленью, с приправами, с пророщенным нутом. Испекли домашний хлеб на домашней закваске и приготовили русский квас, традиционный на меду, овсяный. 2 дня ребят ждут различные испытания. Они будут сдавать нормы ГТО, петь национальные песни, пройдут полосу препятствий в горах ЦЕИ. Проверят также творческие способности и смекалку. Организаторы объясняют, цель не только подружить участников и познакомить их с культурой своих соседей. Задача масштабнее – свести на нет количество межнациональных конфликтов и распространение экстремизма. Познакомить всех с той культурой, которая есть у каждого, с кухонной культурой, в том числе с традициями, с обычаями. Только так, зная традиции, обычаи друг друга, можно жить в мире, можно понимать лучше друг друга. И все вопросы радикализма и всяких нехороших дел, которые бывают, связаны с этим, они, конечно, уходят на второй план. По словам руководства турклуба, если все пройдет успешно, географию Кубка по туризму будут расширять. И если в этом году гости были только из Дагестана, в следующем мероприятии примут участие и другие Кавказские республики. Галина Григорян, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.